прошлом году на территории Якутска пресечена деятельность организованного преступного сообщества. Наркосети охватили более 50 городов. Помимо Якутии, подельники работали на территориях Московской области, Бурятии, Ханты-Мансийского автономного округа, Югры и других регионов России. Они производили и продавали синтетические наркотики, активно используя интернет и другие телекоммуникационные сети. Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 5 статьи 228.1 и частью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание. По части 2 статьи 210 Уголовного кодекса с применением 64 в виде лишения свободы на срок 4 года. По части 5 статьи 228.1 с применением 64 в виде лишения свободы на срок 10 лет. Святослав Беленький, наркоман с 10-летним стажем. Начал употреблять, когда ему было 19, гражданин Украины. Киевская область, город Борисов. В Якутию приехал в августе 2017 года. Сложились жизненные обстоятельства. Мне пришлось приехать на территорию Российской Федерации, чтобы отработать долг более влиятельным людям. Я, конечно же, согласился, потому что у меня никакого другого выбора не было. Здесь молодой человек работал посредником, наркокурьером. Он перевозил прекурсоры, то есть вещества-предшественники, которые используются для изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Он говорит, что никогда не видел своего заказчика. А кто выступал вашим поставщиком? У меня только никнейм был. Мы так не виделись, бесконтактным. Ну, то же самое, опять же, схема закладки. Да. Получается, я забираю канистры в определенном месте. В дальнейшем я их отправляю на свои данные через транспортную компанию, на данные получателя. На родине у него осталась престарелая мать-инвалид. Говорит, что на такую работу согласился после смерти брата, который оставил ему долг в 300 тысяч рублей. Молодой человек признался, что прошел инструктаж не заводить знакомств и не поддерживать близких контактов. Жил в съемной квартире 5 месяцев. Успел заработать, помимо озвученной суммы, около 250 тысяч. За 6 дней до вылета на Украину 31 января 2018 года его схватили российские полицейские. Ведро пакетом прикрываем и это скотчем. Да, закупориваем, все. Поверх бирку и это печать. Это его подельник Алексей, простой рабочий домостроительного комбината Якутска. За плечами 41 год жизни, часть из которой он посвятил наркотикам. В структуре распространения запрещенных препаратов занимал самую низшую ступень в преступной иерархии. Так называемый закладчик или на сленге кладмен. Именно он делает закладки наркотиков, которые потом ищут зависимые. Отец инвалид, вот ему надо было, требовалась операция. И вот нужны были деньги, зарплаты не хватало. Мамка болела тоже. Ну, знакомый предложил заниматься распространением наркотиков. Мы создали свой магазин и продавали через интернет магазин наркотики. Я, в принципе, процента и не брал. В основном все деньги отдавал тому, кто, организатору, который поставлял мне наркотики. Ну и там часть просто уходила на оплачивать телефон и вот такое вот по мелочи. Закладки происходят в разных местах. К вам в домофон может позвонить человек и представиться соседом, доставщиком воды или пиццы. Прячут наркотики в незаметных местах, углах, электрощитах, батареях и развороченных дверях. И если видно, что человек с телефона начинает фотографировать место просто в подъезде, то это уже видно, что это закладчик. В основном стараются, где частный сектор. Там как бы людей меньше, никто ничего не видит, заборы кругом, и в ночное время делают. Поскольку я знаю, что есть еще и молодые люди, которые употребляют это, как-то вот так вот. Нету социального статуса такого, что может быть и богатый человек это употребляет, и может и бедный. Как бы любой человек, который, если хоть раз попробует это, значит, он будет дальше это употреблять.
У каждого из осужденных своя история, большинство из них сами употребляют наркотики. Алексей занимался распространением 2 месяца и не успел познакомиться с коллегами по цеху. Общался с организатором, который сам изготавливал и привозил ему синтетику. Да, это целая сеть. Это там во многих городах отправляют специально эти ингредиенты для изготовления, расписывают, как это делать, что, за это еще они и деньги платят, за то, что кто-то изготавливает. Зарплата у них идет. Это целая сеть организованная. Как видно из материалов уголовного дела, в марте 2017 года неустановленные следственным лицам в целях систематического совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, организовали преступное сообщество, в состав которого вошли 4 установлено по настоящему уголовному делу граждан. Через сеть интернет указанные лица совершали преступную деятельность, связанную с незаконным производством и их сбытом, в том числе на территории города Якутска. 12 марта решением Верховного суда Якутии участники преступной группировки получили: Алексей 7 лет строгого режима, Святослав 12 лет в колонии строгого режима. Однако они, пожалуй, избежали более неотвратимого наказания. По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, около 60% наркоманов России – молодые люди до 30 лет. 5-ю часть из них составляют школьники от 9 до 13. После 30 лет в живых остается лишь малая часть. Ежегодно в Якутии уходят из жизни около 40 человек с признаками смерти, сопутствующими наркомании. Причина смерти не ставится отравление наркотическими веществами. Это причина смерти, это последствия употребления наркотического вещества. Они умирают от сердечно-сосудистой недостаточности, от дыхательной недостаточности, от почечно-печёночной недостаточности. То есть поражают основные функции организма человека – сердце, печень и почки. Всего 5 лет назад в Якутии начали фиксировать первые смерти от отравления неизвестным, предположительно наркотическим веществом. Смерть наступала от асфиксии рвотными массами и от острой сердечной недостаточности. Судебно-медицинские эксперты не могли подтвердить диагнозы, так как оборудование просто не определяло наркотики. Тогда вставили вопрос, почему же такого массового? Нет же такого было массового гибели молодых людей. Да, употребляли синтетический препарат, тоже пиролидин, валерофенол, но не было такого смерти. И специалисты пришли к такому мнению, что тот, кто производил эти наркотические вещества, они на людях просто отрабатывали дозировку. Какую же дать дозировку человека, чтобы он был в состоянии наркотического опьянения? С 2014 по 2016 год наблюдался всплеск смертей от новой напасти, так называемых спайсов и солей для ванн. Пользуясь тем, что опознать смесь в крови очень сложно, продавцы и распространители ставили своеобразный эксперимент на наркозависимых. Определившись с дозой, которая не вызывает смерть, распространители начали активно двигать новые вещества в массы. Целевая аудитория – все социальные слои. Главное – деньги. Наши специалисты, это я не говорю про якутские специалисты судебно-медицинского центра, не успевали просто определять их химическую даже структуру. Только определяется, только аналитические характеристики, только изучали действия на организм, наступают новые наркотические вещества. И мы тогда, когда определяли вот на этой аппаратуре, у нас возникли очень большие трудности, потому что мы определяли наркотические вещества уже не на одного вида, как ачебинак или пиролидиновый фенол, который называли соль для ванны. Нет, мы определяли уже у одного человека несколько наркотических веществ синтетического характера. Схема распространения такова. В сети создается сайт, куда завлекаются те, кто по своим моральным качествам готовы заняться распространением наркотиков. Руководство и общение происходит через мобильные приложения, как правило, с функцией шифрования данных.
Набор сбытчиков и наркокурьеров происходит через социальные сети, через объявления, каналы поставки, почтовые отправления и контрабанда из ближнего зарубежья. Также сырье готовится в регионах. Наркодилеры, которые вот этим занимаются, они состоят из людей молодежного возраста, примерно от 20 лет до 35. Также контингент такой, люди нуждаются в деньгах, поэтому они, ради крупной наживы, быстро заработать, они именно устраиваются на работу курьерами, либо наркодилерами, закладчиками как таковыми, и осуществляют сбыт наркотиков на территории города. Тут кроется еще одна из опасностей. Организаторам наркосетей нужно, чтобы дилер не вызывал подозрений. Во многом поэтому наркопреступность стремительно молодеет. И это не случайно, ведь подростки не могут до конца оценить, насколько серьезная опасность им угрожает. Кроме того, ребятами движет желание показать родителям и окружающим свою значимость. Мол, вот я сам заработал, я молодец. Именно они станут фигурантами уголовных дел, а сами организаторы откроют новый сайт и наймут новых распространителей. Крупные организаторы, они, по нашей информации, они глубоко законспирированы. Опять же, это структура с особой иерархией преступной. То есть и бухгалтера, организаторы, кто курирует лаборатории, курирует мелких поставщиков, сбытчиков наркотиков. Это, конечно, распределенные межрегиональные организованные преступные сообщества. Используют различные эти методы шифрования, каналы связи, общаются посредством интернета. Поэтому, как таковая организованная группа, она имеется, но она безличная. То есть все происходит в тени. В прошлом году было раскрыто 35 преступлений, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, 21 в составе организованной преступной группы, 2 в составе преступного сообщества. Из незаконного оборота изъято 33 килограмма подконтрольных веществ. Всего зарегистрировано 643 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В результате принятых мер по итогам 2018 года органами внутренних дел выявлено 625 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 12,5%, связанных со сбытом на 24%, совершенных в крупном и особо крупном размерах на 5,4%. По возбужденным уголовным делам из незаконного оборота изъято свыше 32 подконтрольных веществ, в том числе 28 кг наркотических средств, свыше 4 кг сильнодействующих веществ. В суд направлено 338 уголовных дел в отношении 371 человека. Каждое ведомство борется с наркопреступностью в своей сфере. Так, при прокуратуре постоянно действует межведомственная комиссия, которая признана координировать действия заинтересованных служб. На заседаниях данной рабочей группы рассматриваются проблемные вопросы борьбы с наркотиками. По их результатам вырабатываются определенные меры, направленные на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Саха-Якутия. В том числе, благодаря заседаниям данной рабочей группы, в 2018 году правоохранительными органами республики выявлено 21 преступление, совершенное организованными преступными группами, и в том числе 2 преступления, совершенные организованным преступным сообществом. В 2018 году федеральный проект «Трезвая Россия» впервые осуществил независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Итогом исследования стал уникальный доклад «Трезвая Россия против наркотиков». Якутия в нем занимает 11 место. Это очень неплохой показатель, говорящий, что в Якутии распространение наркотиков пока не получило массового характера. Однако, по заявлению органов правопорядка, расслабляться не стоит. Сейчас перед правоохранительными органами, которые заняты борьбой с наркотиками, стоит нелегкая задача, как говорится, использовать все более и более высокие технологии. Как показывает практика, за последние годы все задержанные нами лица
а также других правоохранительных органов показывают, что вот буквально несколько лет вот, их существования, то есть работает, и все равно они попадаются в поле зрения. Данные все лица, значит, статьи по сфере незаконного оборота наркотиков тяжкие, особо тяжкие, допустим, за организацию сбыта в особо крупном размере от 15 до пожизненного. Значит, в крупных размерах организация пересылки и сбыта также от 10 до 20 лет. То есть, это того не стоит, как бы для легкой наживы. Результат один и тот же будет. То есть, либо тюрьма, либо какие-то летальные исходы в плане можно отравиться и умереть. Что можно посоветовать людям, которые попали в трудную ситуацию, и у них есть возможность вот таким вот образом заработать? Не стоит этого делать, потому что статья очень тяжкая, особо тяжкая. Сроки от 10 до 20 лет. А лучше найти какой-нибудь другой выход из сложной ситуации, чем вступать туда, куда уже потом оттуда не выйдешь. Дороже свобода, это намного не стоит того, чтобы ее терять на этом месте из-за этой дряни. По данным Якутского республиканского наркологического диспансера, на 1 января прошлого года в Якутии было зарегистрировано 2174 потребителя наркотиков. Это на 28% меньше, чем в среднем по России на 100 тысяч населения. При этом за год количество потребителей увеличилось на 17,3%, больных наркоманией на 34,2%, лиц вредными последствиями потребления наркотиков на 10,9%. Больше всего зарегистрированных наркоманов находятся в крупных городах и промышленных районах республики – Якутске, Мирнинском, Нерюнгринском и Алданском районах. Это связано с высоким уровнем доходов, миграцией и транспортной инфраструктурой. Росстатистики говорит об активизации борьбы с наркопреступлениями. Однако что делать с теми, кто отказался от наркотиков? Наркозависимые на реабилитацию охотно не идут. В основном идут кто по суду, кого вот суда направляют именно уже признавших себя наркоманами. Избегать, тюрьмы. Альтернативное лечение выбравшие, такие только проходят. Кто не сошел с этого пути, уже лежать в земле, умерли, погибли. Есть кто еще сидит. Серафим – один из организаторов некоммерческой организации «Алмаз», который занимается реабилитацией наркозависимых. Он изнутри знает и психологию наркомана, и как сложно вернуться в социум. Прошел ломки и тюремное заключение. Отсидев, он и несколько единомышленников решили начать борьбу самостоятельно. Наркоман же больной человек, его надо лечить. А наши посадят, там сиди 6 лет, освободился, еще 228 статья по Удовину очень плохо проходит. Для судей после насильников наркоманы это уже вторые люди последние. У них все уже ломается. Освобождаются, из-за этого и началась вся эта организация. Освобождаются, уже плохое клеймо у них, в наркоучете состоят, ни работы, никуда не возьмут. Сейчас здесь уже скоро будет год, как начинаю новую жизнь, полностью в трезвости. До конца считаю что я не выздоровел, и также борюсь каждый день с этой зависимостью. Очень сожалею что вообще употреблял, что сейчас буду жить с этим и бороться каждый день. А когда ты начал употреблять и вообще как ты попал сюда? Начал употреблять, наверное, с лет 13, может даже раньше. Лак, момент, это. И потом все тяжелее наркотики, и затянуло.
Юрию 35 лет, более 20 из которых он употреблял наркотики разной степени тяжести. В планах вести трезвый образ жизни, найти работу и жить. Говорит, что сложнее всего пережить психологическую зависимость и смотреть в глаза матери. Они обращаются, идет комплексная работа с семьей, но иногда семьи побаиваются, абсолютно отказываются. Нет, это не наша проблема, вот его лечите, вот нашего сына или дочку, а мы как бы от них далеки. Нас это не касается. На самом деле это не так, так как если больной человек в семье, наркозависимый, значит, мы должны работать с семьей, потому что они являются созависимыми. Вот этого не понимают. Из более чем 2000 зарегистрированных наркоманов Якутии в Алмаз обращаются десятки. Также в республике работает государственная система профилактики и реабилитации. По новому закону наркозависимые должны пройти лечение от наркомании, которое сугубо добровольно. Наркоманы вынуждены обращаться в медицинские учреждения, и именно поэтому процент зафиксированных вырос так сильно. Однако сами правоохранители подтверждают, что скрытых наркоманов гораздо больше, а значит и созависимых семей. Я реабилитируюсь уже 4 года. Ремиссия 4 года у меня, не употребляю ни алкоголь, ни соль. Синтетика у меня только синтетика. Я уже в Алмазе 2 года. Год в РНЦ был, в Кангаласах. Пришел, опять же, мысль эта пришла мне после изоляции. Я попал в тюрьму за наркотики. У меня там немного было. До срока реального не хватило. В общем, это был шанс. Я там первый раз задумался. Может, стоит уже пересмотреть, как жизнь свою наладить по более-менее так нормально. И все. После тюрьмы я пошел в РНЦ сам. Сначала наркологию снял, токсикацию. И все, и пошло. Сначала 3 месяца в Кангаласах. В общей сложности я пробыл там 11 месяцев. И здесь я уже 2 года. А когда ты употреблял, ты боялся, что тебя поймают? Конечно, боялся. И меня ловили. Как-то так вот получалось ускользать. А последний раз, когда поймали, уже не удалось, как говорится, убежать. И все, и меня закрыли. 2 месяца в тюрьме. Я пришел к выводу, что пора уже останавливаться. А вот сейчас говорят, что очень сложно опознать наркотики. В крови. Тесты, они на самом деле вот красные кути делают. Они не показывают. Они показывают только натурпродукт. То есть коноплю, анашу. А синтетику они не показывают. Вот эти вот на синтетику тесты, они очень дорогие. Их не делают. А такой тест, что там, пришел, мочу сдал, он не покажет. Синтетику никогда не покажет. А тебя поймали на синтетике? Да, меня поймали с солью. Там почти, до грамма не хватило, в общем, до срока. Я в основном соль курил. Я не кололся, но курил соль. Как это на тебя влияло? Какие у тебя были ощущения? Очень много прилив энергии, бодрости, как говорится, но это все временно. Через пару часов, через час даже, требовалось еще. И это моментальное привыкание. Вот это вот синтетика, это моментальное привыкание. Начинаешь, все, с первой дозы ты уже все. Ты уже наркоман, жесткий стал. Тебе хочется еще. Тебе хочется еще. Тебе хочется еще.